Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. У кого вы на сердце? Кто любит, кто думает, кто забыть вас не может? Давайте узнаем. Загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Но тут давняя связь, очень давняя, много времени, долго. Много лет подряд этот человек вас на сердце содержит. У этого человека менялись чувства к вам, менялись. Они, знаете, как укоренялись. Изначально это было что-то, знаете, вот на уровне восторга, восхищения, каких-то плотских желаний. А со временем превратилось в настоящую любовь, в настоящую такую, знаете, без страха и укора, без условную любовь. И почему-то еще идет, чем дальше вы от этого человека, или чем дольше он без вас, тем сильнее он начинает вас любить. Вот тем ваша ценность в его жизни, она все выше и выше становится. Это вот как имели, не ценили, потеряли, плачем. Вот как-то так мне идет. Смотрите, у кого-то, да, вы все разные, отсыпка общая. У кого-то отыграется, что, возможно, с этим человеком у вас были отношения, а у кого-то отыграется, что была симпатия, были искры, но, например, там не случилось, не срослось, да, отношения просто вот как замерли. Может, и судьба разделила, такое тоже иногда бывает. Но сейчас вы явно не общаетесь, и вы очень давно не виделись, вот лично, да, с глазу на глаз не виделись. Возможно, вы друг на друга подписаны, возможно, мужчина там имеет возможность вас где-то там наблюдать в соцсетях, допустим, но так, чтобы прям общаться, нет. И вот еще идет информация, что он так и не признался вам в своих вот этих глубоких, искренних чувствах. Потому что делать это как-то там по телефону, в переписке, онлайн, да, не очень хочется. Хочется сделать это лично, потому что это тоже дань уважения к вам, да. Вот, как я любимой женщине по телефону скажу, что за беспредел такой, да. Нужно лично, держа ее за руку, смотря в ее прекрасные глаза, да, говорить о своих чувствах. Знаете, вот честно, вышли буквы, понятно, что вы разные, буквы вышли разные. Я вам сейчас их назову, а вы давайте вспоминайте. Вспоминайте, кто это может быть. Показывают букву А, показывают букву Н, показывают букву С и показывают букву, на П похоже мне, как на П. Да, П, скорее всего. Понятно, что да, мужчины разные, но вот история приблизительно вот похожа на то, что я рассказала. Возможно, когда-то побоялся, возможно, когда-то не решился, возможно, вы были не свободны, возможно, он был не свободен, вы оба были не свободны, да? То есть было что-то, что было каким-то непреодолимым препятствием. И, кстати, внутренние сомнения и страхи тоже могут быть непреодолимым препятствием. Вот. Мужчина, возможно, вот как понадеялся, да, что с глаз долой и сердца вон, а сработало ровно наоборот. Чем дольше и дальше от вас, тем сильнее потребность в вас, тем выше ваша ценность, тем сильнее чувство к вам, понимаете? В вашей памяти, в вашем восприятии этот мужчина где-то вот под таким слоем пыли находится. Условно, конечно, говорю. То есть там были и поярче у вас эмоции с другими мужчинами, но это тоже есть. Где-то он вас тоже там зацепил, задел, но не так это остро ощущается. Я не могу сказать, что вы прям его любите и там жить без него не можете. Нет, такого я сказать не могу. Вот. А он как раз-таки любит вас и любит по-настоящему. Вы у него на сердце, да, ваш образ у него на сердце, как будто бы вот, татуировку сделали, да, либо вырезали, такое еще мне идет.
Он пробовал отвлекаться на других женщин, но не получилось. Да? Не заходят ему другие женщины, ему нужно только лишь вот, да, вас подавай. Знаете, так в жизни иногда бывает. Кажется, что вот поезд ушел, время упущено, что ты там уже не нужен, либо не важен. Плюс очень часто бывает, там, нас подставляют, нас оговаривают, там, клевета идет. Чья-то зависть, чья-то ревность может поставить очень серьезную подножку, да, даже самым сильным чувствам. Почему-то мне кажется, что этот мужчина очень сильно ошибался по поводу вас. И, возможно, и вы по поводу этого мужчины тоже в свое время ошиблись, либо ошибаетесь по сей день. Да, могли вмешаться третьи лица, могли там и наговорить, и там накуролесить. И понятно, что когда люди там прям молодые, горячие, жизнь такой кажется долгая, да, кажется, что ой, столько много еще всех будет в моей жизни, да, вот как-то оно не так воспринимается. А вот со временем, с опытом, когда ты проживаешь день ото дня, встречаешься, общаешься с разными людьми, вот тут ты начинаешь понимать, что не то, не те, не цепляет, не задевает, да, нет искры. Вот, ну, это все со временем приходит. Смотрите, вижу еще такую вещь. Ну, у кого-то она точно отыграется. Здесь куриная лапа и крест показан. То есть, скорее всего, вас могли еще с этим мужчиной как-то магически разделять и разлучать. Да? Могли и рассорку сделать, могли и остуду поставить, могли и дороги развернуть. Да? Могли. Но люди умеют, люди знают, люди делают, к сожалению. Да? К сожалению. Возможно, тот, кто делал и сам счастливым не стал, ну, вам, конечно, подгадил, подпортил. Почему-то идет очень стойкое ощущение, что вот благодаря третьим лицам, да, вот не случилось чудо любви, да, не случилось чудо вот семьи, там, отношений, да, как-то так не идет. Может быть, вы об этом не думали, может быть, этот мужчина действительно там не занимает какое-то яркое место в вашем сердце, в вашей памяти. Ну, может быть, знаете, так решили, что, ну, наверное, не мое, да, ну, не получилось, не мое, да, вот как-то так просто отнеслись. А мужчина же нет, он по-другому думал. Может, потому что он слишком сильно вас желал в свое время, да, вот эта нереализованная страсть, которая там просто медным тазом накрывала и молотом била, да, в ушах гудела, звенела. А может быть, он вообще однолюб, да, вот он в вас влюбился, и все, больше других женщин полюбить он не может. Никого больше полюбить не может. Такое тоже может быть. Смотрите, у него есть очень такое стойкое желание вернуться и все изменить. Все изменить, то, что между вами годами, месяцами происходило. Да? Отдаление, отторжение, стирание в памяти. Да? Вот это все изменить. У кого-то отыграется, что мужчина за вторым шансом придет. Да, если у вас были отношения и как-то они по боку пошли, то он придет за вторым шансом и будет очень настойчиво вам объяснять, да, зачем ему второй шанс и как он видит вообще картину будущего. Да, что вот в будущем вы должны быть вместе, а врозь вам быть нельзя. Да? Ну, он вам честно скажет, что вот, никого у меня нет, только ты у меня в памяти, я с твоим образом там и засыпаю, и просыпаюсь, и живу целый день, проживаю с твоим образом. Ну все, как бы, да, пожалей моих родителей, они внуков хотят, да, такое тоже может сказать. Ну, конечно, может, так не скажет, но как-то вот по-своему скажет, но очень честно скажет, да, объяснит, насколько сильны его чувства, насколько вот его там тянет к вам, влечет, вот это он все вам расскажет. Вот. Еще могу добавить, что вы за это время тоже очень сильно изменились. Вы и более опытные стали, и более, знаете, как избирательная, что ли, стали, да, избирательная. То есть на красивое лицо вы уже точно не поведетесь. И мужчина должен не только быть там, например, спокойным добытчиком, да, но он должен быть еще и интересен вам как личность. То есть, ну, разные, да, персонажи за вами ухаживали, и вы уже четко знаете, чего вы хотите. Вы четко знаете, что вам сейчас важно в жизни, да, к чему вы стремитесь. Многие из девушек, которые пришли на эту отсыпку,
Ну, скорее всего, вы просто зашли, ну, как из интереса, да, вы успешные, прекрасные женщины, вы состоялись, вы реализовались. И, возможно, вы считаете, что вот я самодостаточная, мне никто и не нужен, да. Но вы зашли на эту отсыпку, и тут, скорее всего, ваши ангелы вас сюда привели для того, чтобы вас подготовить к грядущему будущему. Потому что я вижу, что ваша встреча, она неизбежна. И эта встреча состоится даже вразрез с планом мужчины, гораздо раньше, чем он задумал. Но вот так решила судьба, да, так решили высшие силы. Встреча у вас будет. Конечно, вы друг друга узнаете. Сейчас вы этого мужчину, так знаете, он у вас как заблюренный, да, в памяти. Но когда вы его увидите, даже вот прошло там 10 лет, 15 лет, там, вы его точно узнаете. По глазам узнаете, по мимике, по голосу, да, вот прям почувствуете его. Вот, ну, он вас и так знает, да. Мне почему-то кажется, что он прям очень активно следит за вашей жизнью, он прекрасно знает и как вы выглядите, и как живете, с кем же, все про вас знает. Вот судьба даст возможность в самом неожиданном месте, в самое неожиданное время вы сможете с ним встретиться. И вот эта встреча, она как раз-таки как все решит, да? Все решит и для вас, и для него. Потому что, смотрите, вот он, да, он любит вас, но он любит тот образ, который был там несколько лет назад. Вот когда вы общались, когда вы встречались. За это время вы очень сильно изменились. То есть, когда вы были вместе, вы выглядели как девушка, не знаю, там, в балетках, да? Ну вот как пример, чтобы вы понимали, о чем речь. А сейчас вы женщина на каких-то невероятно высоких шпильках. Утонченных, высоких, таких отточенных. То есть, конечно, вы очень изменились. Для мужчины это будет большим открытием. И, ну, мне кажется, он еще больше в вас влюбится, какой вы крутой стали. Вот. Что касается вас, я ничего не могу сказать, потому что у вас нет к нему чувств вот таких вот, как у него к вам в сегодняшнем дне. Возможно, вспыхнут прошлые эти угольки, огоньки, а может быть и нет, а может быть и что-то другое произойдет. Ну, время покажет, да? Встреча у вас неизбежна, и вы к этой встрече все ближе и ближе подходите. Вот четко показывают цифру 8. Цифра 8 может означать как и 8 число, допустим, следующего месяца, так и, например, 8 дней, так и, в принципе, 8 месяц, да, это у нас что будет? Август, 8 месяц. И еще 8 может означать работу, рабочие дела. Да? Кто-то вот по работе куда-то пойдет, либо поедет и встретит. То есть, в принципе, через 8 у вас встреча идет. Кстати, 8, она же число бесконечности. То есть, возможно, да, вы будете потом постоянно встречаться, а возможно, если вы сойдетесь, то вы уже никогда и не расстанетесь. Да, в друг друге счастье обретете. Вот она, вы стоите, а вот он стоит. Вы стоите на такую прекрасную елку похожую. Но не обижайтесь, елка — это признак здоровья, красоты, молодости. Вот видите, вот как елочку, да, в классике рисуют. А он стоит с огромным каким-то букетом, да. Стоит, руку вверх поднял и букет в руках держит. Вот она, ваша встреча, и она обязательно состоится. Готовьтесь, не готовьтесь, хотите, не хотите. Ну, так судьба решила, да. Ну, с судьбой навряд ли поспоришь, да. Как-то так идет. Еще, мои хорошие, вас на сердце содержит. Но вот скажу, как вижу. Вы думаете, что хотите, но я скажу, как вижу. Это животное. Это не человек. Это именно животное. Есть некое животное, которое, возможно, не рядом, не с вами. Либо, может, это какое-то уличное животное, и вы там подкармливаете, помогаете. Вот вижу эту настоящую любовь. Ну, на такую любовь, ну, люди редко способны, а вот животные, да, если любят, то любят всем своим маленьким сердечком. Ну, вы для этого животного, как, знаете, воплощение Бога, да, со своей добротой, со своими ласками. Может быть, это ваш питомец, которого вам в силу обстоятельств пришлось там как-то временно отдать родителям. Может быть, вы с родителями жили, да, и потом вы куда-то переехали там по работе, по делам, и животное осталось дома с мамой, с папой. Может быть, это
ну вот, как знаете, ваш питомец, но потерялся. Такое тоже может быть в современных реалиях, запросто может случиться. И вот вижу, что в сердце, в маленьком сердечке животного ваш образ тоже есть. И это так умиляет. Об этом сложно говорить на самом деле, но это самая искренняя, самая верная и самая преданная любовь. Понимаете, животным, ну, сложно сказать, что вот хозяйка, хозяин, я тебя люблю. Да? Коты, они вообще характерные, но кошечки, коты, ну, собаки, они там более ласковые, да, скажем так, а кошки, они более характерные. Вот, кстати, любовь кошек, она прям, ее заслужить надо, там нужно очень сильно стараться. Потому что кошки, вот лично мне, по характеру напоминают больше людей. Ну, а собачки, они всегда как маленькие щенки, да, они там все принимают, всему рады, там играться. А вот кошки, коты нет, они вот больше на людей похожи. Ну, собачки как маленькие детки, а коты и кошки как взрослые люди. Вот я могу так провести аналогию. Но это я вам говорю, это мое мнение, да, опираясь на свой опыт. У меня и кошек много было, и собаки. То есть, в принципе, я могу сравнить. Может быть, у вас другое мнение. То есть я люблю и тех, и тех. Я не могу вот выбрать, кто для меня любимей. И те мной любимы. Но просто они разные. Да? Вот разные по характеру, по проявлениям. И в любом случае это комочки счастья. К сожалению, да, они, в отличие от людей, не так-то долго живут. И иногда бывает так, что ты думаешь, Господи, ну готова поделиться своими годами жизни, ну пусть проживет дольше. Да? Вот был у меня такой случай до сих пор, когда я вспоминаю, ну, не могу себя сдержать. Раньше просто выла, рыдала. Ну, а сейчас просто глаза на мокром месте. Я понимаю, как это тяжело. Я понимаю. И вот когда я вижу такие картинки, они настолько вот на сердце мне ложатся. Мне, понимаете? Это же такая оценка высокая, да? Оценка высокая, что вас так любят животное. Ох, ах, довели вы меня до слез своими отсыпками, своими чувствами. Но это очень мило. Вы должны знать, что вы любимы, понимаете? Вас любят. Вы можете это не чувствовать. Человек может вам не признаваться. Животное может вам не признаваться. Ну, животные не признаются, да, они говорить не умеют. Но вас любят. Вас по-настоящему любят. Это настоящая искренняя любовь. Как от животного, так и вот от мужчины, который здесь был показан. Вы любимы. И вы, да, на сердце у человека и на сердце у маленького хвостика. Это прям факт. Вы об этом должны знать. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.